Здравствуй, Виталий. Сейчас я камеру открою. Ты меня слышишь? Я тебя не слышу. Не слышу, не слышу. Ты камеру включи. Алло. Во, сейчас слышно. Во, нормально. Все, слышу теперь. Здравствуй, Салам Виталий. алейкум. Салам алейкум. Как дела, Виталий? Давно мы с тобой не общались. Да, давненько, Сапар Бакшич. Ну, у меня произошли события, меня наконец-то в отпуск отпустили. Поэтому последнее время перед отпуском пришлось поработать, загруженность была большая. Да. Ну, теперь можем каждый день общаться с тобой. Да, можем общаться каждый день, Сапар Бакшич. Мне после нашего с вами общения пришло очень много сообщений от земляков из Туркменистана. Я хотел бы, пользуясь случаем, передать всем туркменистанцам привет нашим, лучшие пожелания, чтобы все было хорошо, чтобы помним всех. Знакомые объявили, Сапар Бакшич, позвонили. И звонили, и сообщения приходили в электронном виде. Спасибо большое за... Это приятно? Приятно, Да. Сапар Бакшич. Туркменистан моя вторая родина, вы же знаете. Для меня это не чужой звук, не пустой звук. И, честно говоря, когда сегодня новости читаю с превеликим удовольствием, единственное, он сказал, попробовал, язык забыл вообще. Слушаю новости, слова знакомые. Вроде что-то понимаешь, но что-то отдаленно. Это практика требуется языковая постоянная. Виталий, тот самый, наши туркмены тебя назначили в Украине ответственным за землетрясение, за погоду Так, и за студентов. Тот самый. и за студентов. Да. Хорошо. Ты принимаешь это? Знаю, у нас много студентов из Туркменистана. Я сейчас просто карантин пока идет, Сапар Бакшич, еще не закончился. Студенты к занятиям не приступили у нас в Запорожье. Но я договорился, у меня товарищ как раз в медуниверситете, где ребята из Туркменистана учатся. Мне с ними даст связь, и машиностроительный институт бывший наш, он сейчас Запорожская политехника называется. Меня с ребятами свяжут. Буду помогать, чем могу, Сапар Бакшич. Буду помогать, чем могу. У студентов наших проблема такая. Деньги в Туркменистане и валюту, и национальную монаты правительство, ну как по-русски говорят, спиздили. Ага, то есть деньги отправляются, а на место не доходят, да, Сапар? Нет, этот самый, они вообще опустошили этот самый, всю Туркмению продали. И деньги в том числе. Сапар Бакшич, я не пойму одно. Газом раньше с Россией торговали, так очень сильно торговали газом с Россией. Ну газ течет, она же течет. Виталий, газ течет, это правда. Газ течет, но она течет в одну сторону, а обратно какие-то деньги должны возвращаться. Ну, конечно, конечно. Но эти деньги туда не поступают, они поступают в другие зарубежные банки. Сапар Бакшич, ну это вообще-то во всем мире считается преступлением, это называется экспорт капитала, вывоз капитала. Газ это товар, и деньги за него должны возвращаться в страну. Часть хотя бы должна возвращаться. Это во всем мире так. Это во всем мире так, но не в Туркмении. Так это преступление во всем мире, Сапар Бакшич. Но не в Туркмении. В Туркмении за это дают ордена, героям делают, покровителям делают. Так это ресурсы всего народа, это же природные ресурсы. Что там люди сели, что-то придумали. Это природные ресурсы, это из полезных ископаемых, это из недр страны берется. Это неправильно. Это очень неправильно, конечно. Где неправильно? Во всем мире неправильно. Но не во всем мире неправильно. Но не в Туркмении. То есть бегство капитала за рубеж это нормально. У людей завтра ни хлеба, ничего не будет, это нормально. Да, я там, кстати, смотрю, Сапар Бакшич, по новостям,
по некоторым идет, что проблема с продуктами в Туркменистане. Это что, правда? Как ваши там сведения? Да. Я смотрю, в новостях в официальных все нормально. А неофициальные там не только при том оппозиционные издания, а иностранцы пишут, что проблемы с продуктами появились. Очереди в магазины стоят, очереди прятать начинают, не дают людей, чтобы было внешне не видно было, что очереди есть. Это что, правда, Сапар Баширович? Это, Виталий, Летает. Да. ты меня опять в политику вмешиваешь. Я не вмешиваю, мне интересно, Сапар Баширович, это экономика. Мне интересно. Вот я тебе просто... скажу, хлеб это уже давно дефицит. Масло, вот простое хлопковое масло, его уже она дефицит из дефицита. Теперь как дефицит, если хлопок выращивают, пишут людям, где не дают зерно, овощи выращивать, только хлопок. Хлопок есть, масла там должно хватить на весь Туркменистан, еще и в Узбекистан можно продавать. Это, Виталий, сейчас, вот ты фильмы, вот смотри, там ролики присылают, не хлебом торгуют, зерном. Вот зерно народу высыпает, там этот самый самосвал, и люди вот как в фильме разбирают дракой вот это зерно. Это как был старый фильм когда-то, когда сидит бай на горе зерна, а люди зерно выгребают. Это такое, да? Такой фильм когда-то. Да вы что, такое? Ой-ой-ой. Это 20... Так твое же зерно есть. Свое вроде программу начинали нормальную тогда по зерну. Тоже продают. Если что-то стоит, только вот покупатели на каракумские вот эти пески пока не находят. Если найдешь клиентов, и это уйдет. То есть песок из Каракум, да? Хорошо. Ой-ой-ой, Сапар Баширович, какой ужас, слушайте. Я не думал даже, что до такого дойдет. Ведь страна-то, по сути, богатейшая, территория огромная, притом полезные ископаемые мощные, земли плодородной достаточно. Там достаточно плодородной земли в Туркменистане. Я знаю, что, не говоря уже о том, та, которая в оазисах, вот этих по окраине, там же есть земля и дальше, есть он на Шахсанемском массиве, там угодья целые земельные, собирались их осваивать еще при Советском Союзе, по-моему, там район целый хотели делать. Построили, но хлеб растет, его сажают. Только продают не туда, куда надо. Не, его тоже как газ, он тоже в одну сторону уходит, вот в Афганистан уходит, через Афганистан. Ну да. Сапар Баширович, так а что же, ну людей же жалко, люди-то в чем виноваты? Люди покинули больше 2 миллионов за пределами. Внутри остался... Ой, так это 40% населения, Сапар. Нет, это самое, внутри остался 40-60% снаружи. Ой-ой-ой. А тут-то я смотрю, Сапар Баширович, показывают Ашхабад и пишут, я читал, турист ездил по Ашхабаду, и удивило его, что на улицах Ашхабада нет людей. Стоят остановки с кондиционерами, внешне все благопристойно, мраморцы стоят, дома мрамором облицованы, а людей нет. Так а дома для кого построены эти, Сапар Баширович, что там? Для новых гостей. Вот будут там какие-то хозяева придут. Так а что, я так понял, что они пустые стоят дома эти, пустые стоят? Ну где-то 70% пустые, 60-70% пустые. Ой-ой-ой, так а для чего тогда строить? Ну понятно, для кого-то другого. Кого же зовет, кто же там будет хозяин? Ну, не знаю, есть, наверное, или будут. Ну, это вы говорите о политике. Все равно, куда ни полезь, везде политика. Сапар Баширович, ну экономика ж такая вещь, жизнь людей это и есть политика. Как? Людей жалко. Люди-то в чем виноваты? Ой-ой-ой. Тем более... Край благодатный, все есть, Сапар Баширович, все есть в Туркменистане. Туркменистан, рыбы много. Сапар Баширович, а вот этот, который был при Ниязове, Туркменское озеро, они обещали, что этот проект даст улучшение климата, позволит очистить дренажные воды, что там природное очищение будет идти за счет того, что камыш, растительность,
рыба. Как этот проект? Туркменское озеро стало озером уже там? Или... Этот проект похож на проект Сталина Беломор-канал. Знаешь, да? Его же строили тоже, да? Да. А вот где сейчас Беломор-канал? Понятно. Так что вот это такой проект получился Да. из Туркменского озера. Ну, зато деньги, выкачали деньги, там 6-7 миллиардов. Заключенных окружили колючей проволокой. Да. Ой-ой-ой, это ж, так это работать в таком климате, это ж И людей на сейчас смерть оставили, бросит. как Беломор-канал. Вот Делали, один, до ума ничего не нового довели, не да? придумали. Один в один. Ой-ой-ой. Страшное дело, Сапар-Башич, страшное дело. Я не думал никогда, что так это будет. Вы знаете, так все нормально начиналось, Сапар-Башич. Я помню проекты, которые делались. Я помню, как показывали, вы как показывали, как делаются дела серьезные. Когда вы за месяц рынок в Ашхабаде Тыкинский из старого замызганного превратили в рынок настоящий, построили его за месяц от начала и до конца. Я никогда не думал, что это возможно. Это было давно. Да, это было давно, это было в начале 90-х годов еще, в У нас конце 80-х. система такая, историю не помнить. Историю То есть, вчера прошло, это надо построил стирать. кто-то другой. Я понял, это не вы построили, это кто-то другой уже построил, Не, да? о нем и не разговаривают, не только рынок, там ни о чем. О завтрашнем дне, вчерашнем дне никто не разговаривает. Никто не помнит. Да? Надо забывать. Они помнят, они не помнят, кто первую мобильную связь в Туркменистане сделал. Но твой друг. Знаю. Парахат, да. Да. А теперь он меня Парахатом разговаривал, Сапар-Башич. Он мне сказал, что работает эта мобильная связь, которую он сделал. Говорит, мне приятно, он такой же человек, знаете. Для людей все равно оно осталось, для государства осталось и хорошо. Но я боюсь, что там не для государства, судя по тому, что новости какие приходят, не для государства, но осталось с этого дела кто-то другой стрижет купоны, как говорится. Да. Его отжали. Ясное дело. Да. Потом Парахат построил рынок. Знаешь, да, вот это самое, что Фонтанов. Это тоже отжали. Как хорошо. Вот удобно. Сапар-Башич, какой хороший бизнес. Смотрите, найти того, кто сделает, а потом отправить. Как-то серьезный бизнес, серьезные вопросы, я смотрю. Да. Этих строят это самое озеро, посылают. Они... я Парахат понял. до озера не дошел, но был в этой каталажке, он год. Да, я знаю. Сколько он притом долго, Сапар-Башич, он же долго, он год пробыл, по-моему, да? Да. 13 месяцев, насколько я помню. Да. Получается, Сапар-Башич, тогда же это все было закрыто. Я тогда звонил в Туркменистан, это год 96-й, по-моему, или 97-й. Я разговаривал с вашей мамой тогда. Я ей позвонил, звонил Парахату, она мне кто? Я говорю, Виталий из Запорожья. Она мне, Виталий, Парахата нет, ты поймешь сам. Я понимаю, на прослушке все было. Я говорю, в смысле нет? Он живой? Виталий, он живой, но его нет. Ты все поймешь. Я тогда сел, мозги включил, кое-кому позвонил, наводящие вопросы задал, и все мне стало понятно. Правильно, такие дела сделать. Если у человека просто отобрать, это одно. Он тогда будет возмущаться ходить. А так он возмущаться не будет, он будет доволен, что его просто выпустили. Это метода железная, Сапар-Башич. Да. Как в Средневековье прямо, как в Средневековье. Не знаю. Вот когда враг внутри, когда троянский конь внутри, то против него нету такой ракеты или чего-то. Вот что интересно, вот ты периметр Туркмении знаешь, да? Знаю, да. Только Афганистан, Иран больше 1000 километров. 1100 чем-то километров, да? Да. Вот ее охраняет погранслужба, вся численность 37 тысяч военнослужащих. 37 тысяч. Полицейских, милиционеров 140 тысяч.
Вот В 3 раза они больше. внешнюю границу охраняют, не знаю, или не охраняют, а просто там эти, и то мальчики больше коров пасут, баранов пасут, дороги, улицы подметают, чем границу. Вот. А 140 Я вспомню, тысяч там вопрос, это метают. серьезная граница очень, с Да, да. Афганистаном и с Ираном. Дай да Там же рассказать. контрабанда, там наркотики. Сапар Баширович, я помню, когда-то через нее перешло несколько сотен туркменских семей из Афганистана, пришли в Туркменистан. Было Да. в 90-м году. Только потом они там пожили и почему-то ушли обратно. Нет, вот они пожили, не то что пожили, они даже, они деловые, они инвестировали, строили производство, какие-то бизнес свой построили, потом бизнес отжали, А, по привычке паспорта отняли, да, и их выдворили, они сейчас, ну, по всему миру, в Германии, где-то там в Австрии, Турции. ой-ой-ой. Ужас. Так это еще при Ниязове было, получается, да? Но Или уже она после? оттуда началась, она по сей Тут день. закончилось. Так закончилось же, да? Да, да, Сапар да. Баширович, а так красиво звучало. Всех туркменов мы вернем обратно в Туркменистан. Земля, работа всем будет, богатство будет, будем процветать, никого не забудем. Никого не забыли. 60% выкинули за рубеж, Да. выскочили люди. Я так понял, в Турцию работать, женщины в Турцию проститутками работать, а мужики полы мыть и улицу мести в Турции поехали. Ну, Язык-то знают, там так получается. всякий труд этот самый, кто-то горничной работает, кто-то там сторожем, кто-то посуду моет. Ну, по-всякому, как Страшное придется. дело, страшное дело. Да. Страшное дело, когда со своей страны люди бегут. У нас такая же ситуация была. Сейчас из-за коронавируса все повозвращались, всех повыгоняли, теперь не могут обратно уехать. Сам премьер-министр занимается отправкой 2 самолетов с нашими гастарбайтерами на Финляндию. Была такая история у нас. У нас тут свои чудеса. Но не до такой степени, Сапар Баширович. У нас свобода, у нас люди могут выехать, приехать в любой момент. В Туркменистан въехать невозможно, Сапар Баширович. Выехать тоже невозможно. Выехать и без выехать денег. невозможно. Вот выезд тоже бизнес. Люди, вот, которые уехали на заработки, они должны 3-4 тысячи долларов, евро платить, потом они только могут. Потом только въехать обратно могут, да? И когда выезжают, тоже такая же история. Ай-яй-яй-яй. Для чего? Как так можно? Что, не наедятся никак, Сапар Баширович? Я понимаю, что это политика, ну можно же уже наесться в конце концов, Сапар Баширович. Все равно ж 30 тысяч баранов не съешь за один раз, и 10, и барана одного человека не может съесть. Сколько можно уже эту страну бедную грабить? Господи. Не знаю, Важно. Виталий, не Я знаю. понял. Такое уникальное у нас уже второе правительство такое. И оба уникальные. Оба уникальные, да. Да. Ну, я по новостям смотрю, Сапар Баширович, все равно же новости выходят не только официально. Люди приезжают, побывают, потом пишут такое, что не дай бог. Страшные вещи пишут. Я, честно говоря, думал, иногда, знаете, ну, мало ли, может быть, просто недоброжелатели какие-то там, но слишком уж много получается недоброжелателей. Я вам скажу одну вещь, у меня друзья, которые там жили, уехали. Я связывался с Парбашевичем. Конечно, я связывался с теми, кто уехал. Хорошего, говорят, мало. Он занимался бизнесом. Я не буду фамилию сейчас называть, Парбашевич, потому что нехорошо. У человека родственники в Туркменистане остались. Говорит, Виталий, единственный бизнес — это пойти на госслужбу. У него был хороший бизнес, хорошая торговля была, техобслуживанием занимался, стройкой занимался. Он уехал, говорит, я не могу. Началось, говорит, закончилось все тем, что только ты доходишь до какого-то уровня, только вырастаешь до каких-то денег больших, тебе говорят, ты должен отдать. Это не твое. Это ты украл. Говорит, или садись в тюрьму. Я говорю, как так? Так, говорит, поэтому, говорит, или работай на государственном предприятии, ну, самые ценные места, как в Советском Союзе. Снабженец, тот, кто на выходе продать что-то может. Но это же неправильно, это какой же это бизнес? Неприятно. И уезжают, очень многие уехали, это правда.
Но я думал, что это, знаете, у меня все-таки друзья были уровнем повыше среднего человека, потому что они все-таки должности занимали, с опытом люди, вы знаете, что опыт дает очень много. Это связи, это возможности, мышление другое. Человек может бизнес построить там, где другой никогда его, простой человек не построит. У людей знания определенные, связи за рубежом были, но уехали и такие. Ну, уехали, я про бизнесменов говорю. Я про простых людей. Я, Сапар Бакшевич, говорил вам, я в Запорожье встретил, но у нас туркменов немного, у нас в основном с Кавказа выходцы. Туркмена я одного встретил, это я вам рассказывал, когда я шаурму купил, стоял в обед, с другом выскочили, говорят, давай шаурму купим. Говорю, давай, взяли, едим шаурму. И я слышу, разговаривают между собой два парня. И вдруг речь знакомая. Это что такое? Вроде понимать начинаю. Я оборачиваю, говорю, мэн туркмен? Да, я из Туркменистана, елки. Поговорили, так оказался из Калининского района. Я еще смотрю. Алло, ты завис, Виталий, ты завис. Алло. И лица какие-то отклоню. Ага. Нормально там звонок был. Да, у тебя зависло, потом открылось. Да. И я смотрю, туркмен начали разговаривать. Из Калининского района оказался. Но он говорит, я уехал, говорит, давно уже. Он тогда еще, это было лет 8 назад, он тогда сказал еще, я уехал. Ну, ты рассказывал об этом, парню. Да, я рассказывал в прошлый раз. А так обычно, ну, у нас из Туркменистана немного, много в России, говорят, очень. Туркменистана, ну. Не, в Киеве, там, в Одессе очень много, говорят. Ну, у нас в Запорожье как-то не очень, потому что там может быть, Сапар Бакшевич, там может быть работа есть. И я знаю, в Харькове очень много студентов. В Харькове очень много студентов. В Одессе много студентов тоже. Студентов и на работу люди приезжают. В Киеве, да. В Киеве я тоже слышал. И в Киеве много, которые уже осели в Киеве навсегда, которые говорят, обратно никуда не поеду. В Киеве буду жить. Виталий, они тебя уже назначили ответственным за землетрясение? Я понял. На погоду? Сапар Бакшевич, кому нужна какая помощь? Если я чем-то смогу помочь, обязательно. Они теперь тебя найдут, у них проблем много. Я понял. Ну, меня уже нашли один раз, Сапар Бакшевич. Мне на работу уже звонили. Я на работе, когда был, за неделю до конца работы, мне звонят. Виталий Викторович, я ваше интервью с Сапаракана видел. Я говорю, Сапар Бакшевич, я говорю, какое? Я говорю, ну, говорю, да. Ой-ой-ой, я вас еле нашел. Привет вам. Ну, он мне от родственников привет передал. Я родственников помню. Я говорю, а я еще маленький тогда был. Вы меня, говорит, не знаете. Меня говорит, ну, а я вам хочу рассказать. Потом говорю, ну, хорошо, давайте. Дал мобильный телефон. Звонит, я думаю, тоже как-то. Так что такие дела. Я в отпуске сейчас, но я вопросы помочь, если какая помощь надо будет, вы знаете, что всегда. Да, но они уже все, народ выбрал тебя. Это не я тебя назначаю. Я понял, Сапар. Я понял, народ выбрал. Доверие народа должен оправдать, наверное. Наверное, буду стараться. Стараться, по крайней мере, надо. И делать надо. А там, ну, то, что можем, надо делать. Обязательно. Мы всегда так поступали, правильно, Сапар? Правильно. То, что можем, делаем. Вы всегда так жили. Притом делали то, что можем, и чуть-чуть больше еще. Чуть больше, чем можем. Виталий, ты знаешь, я же Украину люблю. Очень даже. Я знаю, Сапар Бакшевич, знаю. И не только Украину, и это ты знаешь. Да. И я люблю Туркменистан, вы знаете, много. А вообще интересно, я когда в Туркменистане жил, когда начал изучать специально, на курсы пошел туркменский, там у нас, когда я в ЦК работал, и он начинает, вот есть слова, типа, я сижу, слушаю, он начинает рассказывать, я говорю, подожди. А у нас в украинском языке масса слов, которые мы считаем чисто украинскими, они тюркского происхождения. Получается, крымские татары, гагаузы, азербайджанцы, турки и туркмены примерно, ну язык же примерно один. Вообще же языки тюркские все очень сильно похожи. Виталий, я тебе, хочешь, секрет один расскажу? Политический секрет. Да. 70% бывшего Советского Союза состоит из тюркоязычных национальностей. 70%. Я знаю.
Да. Вот, 70. Ты только там сотую часть ты перечислил. 70%. Не, это я назвал южную группу языков. Нет, Южная группа. народы, тюркские народы. Советский Союз составляет, Да. 70% Советского Союза составляла тюркские народы. Тюркский язык, да. От Ну да, в России чувашев, сейчас то же башкиров, самое. туэйков, там, якутов, и пошло и дальше. Да, да, Кумыков, калмыков. Там. да. Так у нас в языке оказалось очень много слов именно тюркских, поэтому и понимать-то проще Да и было. фамилии, Я там, всегда Ушаков, ты думаешь, кто он? Ну да, я знаю, этот И таких, флотоводец, это я тебе перечислю сотни адмиралов, генералов, маршалов да, я знаю. и прочих. Я знаю, Сапар Баширович. Да, мир тесен. На самом деле мир очень связан между собой. Народы связаны между собой. И не может не болеть душа за то, что происходит в Туркменистане и за то, что происходит в Украине. Душа болит. У нас, я говорю, хоть народовластие есть, а там бедные люди не могут даже выбор. В Украине исправится и будет хорошо. Я уверен, это самое. Ну, у нас же народ выбирает, Сапар Баширович. У нас народ выбирает. Мы, если ошибаемся, то это мы ошибаемся. Если мы что-то не так сделали, это мы знаем, что мы виноваты сами. Сами себе пальцем у виска крутим, что значит что-то не додумали. А в Туркменистане я вот ваш царь и бог. Я буду решать, как вам жить и что вам делать. Виталий. Ладно, о политике не буду. Виталий, я этот самый, ты политик, да? Я этот самый. Все, я политику, я закончил, Сапар Баширович, я закончил. Я в твой огород кинул это камушек, маленький только. Да. Все политики, они артисты, но не профессионалы. Сейчас к вам пришел политик, профессионал, артист, и у вас будет все хорошо. Да, хорошо. Хорошо, Сапар Баширович. Я тоже на это надеюсь. Те были, это самое, такие. Те были любители, а этот профессионал. Да. Теперь пришел профессионал, он и будет нормально. Ну, как Рейган пришел в Америке тогда, все хихи-ха-ха, актер. А актер взял Советский Союз, развалил, Америку из кризиса вывел, и все, вот вам и актер. Я говорю, все они артисты, но сейчас к вам пришел профессиональный артист. Мы очень надеемся на это, потому что, по крайней мере, этого не обвиняют в том, что он ворует. Никто не обвиняет, что он ворует. На всех все время тыкали, что там украли, там этот не ворует. Это уже немало. Ему и не надо. Зачем? Ты больше одного живота не съешь. Да. Мы очень надеемся на то, что у нас будет все нормально. Он это понимает. Я уверен, что он вот эти народные человеческие мудрости он прекрасно понимает. Да. Сапар Баширович, вот у меня вопрос. Я вот все-таки вернуться хочу к экономике. Вы знаете, мне интересно просто. Так что получается? Деньги в страну не возвращаются. То есть деньги уходят, валюта продается все за валюту, и валюта оседает за рубежом. Так это инфляция будет сумасшедшая идти тогда. Я смотрю, там пошли уже вопросы о том, что денег не хватает в Туркменистане. Виталий, можно отвечу на вопрос? Да. Когда в стране нет ни таких и ни других денег, то ни инфляции, ни экономики, ничего нету. Нет человека, нет проблем. Вот они решили вот так решить. Я понял. То есть, раз нету денег, какая вам инфляция, если на эти деньги купить нет, и денег нет? Ну, натуральный обмен будет или натуральное хозяйство. Сам вырастил барана, съел, пошил себе тельпек. Только вопрос, Сапарович, надо же одежду взять. Продать, поменять, баранью шкуру поменять на полотно и пошить себе одежду. Все. Нет, ты очень хорошо думаешь. Это тоже не так. Ты вырастешь барана, у тебя отожмут его. И барана отберут. Ну, курицу хоть можно вырастить, Сапар Баширович, курицу. В гараже где-то вырастить курицу. Если мало, можно, если много, отжимают. Значит, надо по 3 курицы выращивать в гараже и тогда жить. Да. Иначе вот сейчас и вот эти птицефермы, которые люди построили, они закрылись. Закрылись? Да, сейчас закрыли. Вот
Ну, последние полгода, год, вот так. Так а есть что? Надо что-то скушать людям. Виталий, не будем о грустном. Давай сейчас Я закончим сегодня, а Хорошо. потом продолжим. Хорошо, Запар Бакшевич, ну теперь мы можем чаще общаться. Да, да, В да, да. отпуске тоже. Да, люди Я хотят очень рад был покороче вас и чаще. Я понял, Сапар Да. Бакшевич. Всем привет тогда. Есть. Знакомым передавайте привет. Ну и те, кто нас услышат, пусть не забывают, пусть пишут. Есть, Будем есть, всегда Виталий. рады. Сапар Бакшевич, ваш наказ я понял. Помогать будем как положено. Все Ну, сделаем. народ тебя уже выбрал. Деваться Я некуда. понял, Сапар Бакшевич, я понял. Да. Хорошо. Да. Всего хорошего, Виталий. До свидания. Спасибо. До свидания, свидания, земляки. Сапар До Бакшевич. До скорого. свидания.